Фильм «Австралия» представляет. Ты никогда не вернешься домой. Отпусти его! На помощь! Вытащите меня! Риана! Производство «Фильм «Австралия» совместно с телевизией «Польская». «Чародей», 8-я серия. Авторы сценария Марк Шерефс и Джон Томпсон. В ролях Збых Трофимюк, Гося Петровска, Брайан Руни, Микела Нунан, Хитер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Кшиштоф Кумар, Рафал Зверш и другие. Операторы Мартин Макград и Дэнни Петерхэм. Художник Николас Маккеллум. Композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Помогите! На помощь! Риана, помогите! Риана! Пол! Помогите! Вытащите меня! Веревка! Риана! Я здесь! Вперед! Будь осторожна. Что здесь такое? Чьи-то скелеты. Ты их испугался? Да нет, нет. Просто я сильно ударился. Пол, Риана. Спускайтесь, Регент! Вам надо это увидеть. Чародей. Должно быть, они находились здесь со времен тьмы. Ничего не трогай. Можно зажечь свечу. Это же чертежи доспехов. Воздушных кораблей. Непонятный язык. Да ведь это секреты чародеев, которые я искал. Теперь мы починим доспехи и корабли. Может, вернемся, пока Ашка не поняла, что вы ее обманули? Нет, эта находка гораздо важнее. Я понаблюдаю за дорогой. Мы влипли. Неужели придется читать этого Гомера Симпсона? Просто Гомер. Кстати, я одолжила книгу у мистера Бирна. Что я в жизни не прочту? Маленькие словесники располагайте в жилом корпусе. Встреча через полчаса и до ленча почитаем с Гомером. Как только удастся, улизнем в пещеру. А как же ленч? Что же это такое? Это сами чародеи устроили тьму, а вовсе не дикие. Что? Древние чародеи пытались увеличить свою мощь, но что-то не получилось. Вот, слушай. Почти сразу после начала эксперимента земля затряслась, образовались трещины, горы стали извергать языки пламени. Это ужили вулканы. Не так уж ваш мир отличается от нашего. Читайте. Небо почернело от туч, солнце исчезло, все живое погибло. Напоминает ядерную зиму. У нас тоже умеют делать такие бомбы. Одной штукой можно разрушить целый город. А последствия ядерного удара еще страшнее.
Безумие. Взрыв настолько силен, что все вокруг превращается в пыль, которая поднимается в атмосферу, и солнечные лучи не могут проникнуть на Землю. Все живое гибнет. Вот что устроили древние чародеи. Они были такими же глупцами, как Ашка. Ашка уже поняла, как превращать фейерверк в оружие. Ей нельзя доверять секрет изготовления пороха. Надо найти способ отправить тебя домой. Отлично. Давайте поедем в Клейхилл, ведь я очутился там. Не смей, Гривон! Риана! Риана! Отпусти, Риана! Илиада Гомера полна страданий и боли. Юные воины погибают, женщины теряют мужей, дети отцов. Но боги не чувствуют боли. Вот-вот, я ужасно страдаю, а он не чувствует. Кто из вас скажет, что легло в основу сюжета величайшей трагедии Гомера? Скай? Война между троянцами и греками. Вот дает греками. А ты считаешь иначе? Если ты жаждешь взять слово, Нейтан, прочти нам первые строфы песни первой. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который Ахеянам тысячи бедствий содеял, многие души могучие славных героев. Нейтан себя плохо чувствует, сэр. Его укачало в автобусе. Я провожу его в туалет? Да, проводи. Тише, тише. Скай, может, ты продолжишь? Спасибо. Давай наведаемся в пещеру. Поосторожней. Мне больно, мальчик. Не двигайтесь! Не могу, ты слишком тяжелый. Потерпите. Я уже дотянулся. Как вы там? Помощь нужна? Что тебе, Ашка? Меня вызвал сюда регент Корион. Корион утром ушел из замка. Странно. Он годами не покидает замок. Можешь его подождать. Что мы ищем? Я не знаю. Надо вспомнить, как все случилось. Пол стоял здесь перед тем, как исчезнуть. Электрический кабель проходит вон там. И окрестные скалы содержат магнитный железняк. Да, и что? Я не знаю. Здорово. Марна, Лукан, это Корион. Я нашел мальчишку. Отлично. Доставь его в замок. Нет, я отправлю его назад. Его знания слишком опасны для нас. Когда вы увидите, что я нашел, сами поймете. Ты должен его привести. Реагенты, это Гривон! Регенты, я знаю, где сейчас Корион и мальчишка. Позвольте мне полететь за ними. Ладно. Есть! Алекс, я думаю, Мои любимцы забили гол. выключи. Если они победят, попадут в финал. Алекс. Отдай! Всем, кто обнаружит регента Кориона в сопровождении Пола,
Она сказала Пол? Юноша 15 лет, темноволосого, говорящего странные вещи. Это Пол. Об этом следует немедленно сообщить чародеям. Что еще за чародеи? Какая разница? Я угадала. Пол в параллельном мире. Я же тебе говорила. Может, они и нас услышат? Нам нужен передатчик. Где мы его тут найдем? Я видел в лагере Уоки-Токи. Почему тебя все считают тупым? Меня считают тупым? Идем. Надо вернуться в лагерь, пока нас не начали искать. Кто сказал, что я тупой? Ашка! Ашка засекла мой голос, она выследила нас. Можно его отключить? Нет, Дайте его мне. Я попытаюсь сбить ее со следа. не смеши меня, ты как раз ей и нужен. Я знаю, что делать. Умная девочка. Похоже, то, что нам нужно там. Ты взял книгу? Читай вслух. Если кто-то войдет, мы готовимся к семинару. Агамемнон рассек ему череп своей секирою острой, так что и мозг разлетелся, и острые кости. Слушай, а книжка что надо? Вот дураки. Перебили друг друга из-за девчонки. А ты не очень переживай. Из-за тебя война не начнется. Извини. Ты нашла? Нет, продолжай. Агамемнон отсек ему голову вместе с руками, а после сбросил тело с холма, как ненужную рухлядь. Эврика! Здорово. Не работает. Еще бы. Теперь скорее идем в пещеру. Что вы здесь делаете? Готовимся к завтрашнему семинару, сэр. Я же вам объяснял правила нашего лагеря. Мальчики и девочки после заката не общаются. Мы не общаемся, сэр. Мы читаем Илиаду. Жаль. Но я должен сообщить об этом вашим родителям. Нейтан, да? Да, сэр. Нейтан Джонс. И Диана МакДугал. Вы меня очень огорчили. Идем, Диана, я провожу тебя в спальню. Нейтан, надеюсь, ты тоже немедленно ляжешь. А если Корин не сможет отправить тебя домой? Не хочу даже думать об этом. Что? Хочу есть. Мы тоже. Если ты будешь плохо себя вести, придется съесть тебя, Гривен. Пол! Корион! Корион, смотри! Ашка нас обнаружила. Здесь не приземлиться, но они могут устроить облаву. Надо уходить. Мы недалеко от Лейхила. У нас есть знахарка. Мы должны добраться до башни Глашатая. Оставьте меня здесь, я вам только мешаю. Заткнись! Пол, ему плохо. Пошли. Глашатай снова спрашивал, где Риана. Что ты ему сказала? То, что ты велел. Она на охоте. Но прошло несколько дней. Вдруг с ней что-то случилось? Ничего не случилось. Риана. Риана. Мы так волновались.
Где ты была? В замке чародеев. Что? Привет, Марон. Брон. Чародей. Моя дочь хорошая девочка. Она, конечно, ужасно упряма, но... Видимо, брала пример с мамы. Не бойтесь. Я в долгу перед вашей дочерью. Он болен. Я позову знахарку. Посадите его в огня. Ваши травы творят чудеса. Мне уже лучше. Выпейте половину сейчас, половину утром. Вы владеете магией. Ну, конечно, я же чародей. Смотри. Камушки прыгают? Возьми их. Они приносят удачу. Развяжи меня. Развяжи, или Риана отправится в изгнание. Где Пол? Не знаю. Он вместе с Рианой и регентом Корионом куда-то ушел. Так почему же греки не прекратили осаду? Потому что они греки. Нет, я серьезно. Греки очень гордые. Взять Трою было делом чести. Отлично, Нейтан. Гордость и честь. Вот в чем суть этой истории. И, конечно, греки никогда не отдали бы красавицу без борьбы. Простите, сэр, вы позволите мне отлучиться на минуту? Только недолго, Нейтан. Мы нуждаемся в твоих комментариях. А теперь откроем страницу 43. Ты могла дождаться конца занятия? Я здорово отвечал. Мы здесь ради Пола. Да, знаю, но я всю ночь читал, просто не мог оторваться. Ты читала, а я полночи простояла у дверей твоей спальни. Думала, ты догадаешься выйти. Я не мог. Комната Бирна рядом с моей. Почему ты сама не пошла в пещеру? Потому что у тебя батарейка. Точно. Вот здесь есть проход в мой мир. Очевидно, в тот день электромагнитное поле было очень сильным. Я даже зажмурился от вспышки. А когда смог открыть глаза, понял, что я уже здесь. Электрический разряд шел от вершины башни сюда. А когда я нечаянно сбил голос, мой мир исчез. Дверь закрылась. Значит, когда глашатый пользуется голосом, энергия нашего мира соединяется с энергией вашего. И открывается дверь в твой мир. Посмотрим, нельзя ли это повторить. Но я раздавила голос. Не отчаивайся, Пол. Мне он не нужен. Встань у подставки. Риана, отойди. Надеюсь, все получится. Корион, без помощи из моего мира ничего не выйдет. Я могу увеличить силу разряда. Пол, ты лучше отойди.
Получается! Алекс, смотри! Катрина, берегись! Там кто-то есть. Пол? Там люди! Привет! Я больше не могу. Путь почти открыт! Что это было? Не знаю. Здесь кто-нибудь есть? Пол, ты меня слышишь? Может, не та частота? Меня кто-нибудь слышит? Привет! Пол! Корион! Я побегу в Клейхелл за подмогой. Привет, Пол. Я только хотел попасть домой. Отпустите его! Не смей! Риана, не глупи! Ты ослушалась меня? Отпустите его. Отец, ты должен доложить об этом регентам. Простите, регент Корион. Риана, седлай мою лошадь. Мы не можем уехать. Придется. Ашка быстро вычислит, где мы находимся. Не смейте преследовать нас. Не бойся, ты обязательно попадешь домой. Ответьте мне, пожалуйста. Дай-ка мне. Дядюшка Алекс жаждет общения с параллельным миром. Прием! Ну что же вы, Алекс сгорает от нетерпения. Говорите, я на вас стрелушки. Кто вы? Мы ищем Пола Рейнольдса. Кто вы? Я чародей Ашка. Где вы взяли голос? Мы... Так. Диана и Нейтан снова вместе. Повторяю, кто вы? Это не важно, разговор окончен. Мистер Бирн, мы разыскиваем нашего друга. Мы установили контакт с параллельным миром. Может, хватит лгать? Теперь-то я знаю, что настоящие Диана и Нейтан сидят дома. А вас ждут большие неприятности. Неподалеку есть еще одна башня. Мы разыщем местного глашатая, я возьму у него голос и поговорю с регентами. Разве можно на них надеяться? Они нам не помогали. Помогут, когда я покажу им это. Что здесь случилось? Я не знаю. Дикие! Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, Пятый канал». Режиссер озвучания Наталья Черкова, звукорежиссер Светлана Анопренко, инженер звукозаписи Вероника Николаева. Текст читали актеры Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.